Итак, тема нашего эфира – почему Палестина важна для каждого мусульманина. Это настолько большая тема, что нам понадобилось бы несколько дней, чтобы полностью охватить ее. Но поскольку наше время ограничено, я затрону только 3 вопроса. Сначала мы поговорим о том, почему Палестина и мечеть Аль-Акса имеют большую важность для мусульман. Затем я расскажу о текущей ситуации в Палестине. И, наконец, что мы, мусульмане, можем сделать в этой ситуации, чтобы помочь Палестине. Всевышний Аллах говорит в благородном Коране, в суре Аль-Исра, в 1 аяте: «Причист тот, кто перенес ночью своего раба, то есть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы показать ему некоторые из наших знамений из заповедной мечети, мечеть Аль-Акса, отдаленнейшую мечеть, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину Он знающий, видящий». Мечеть Аль-Акса – одна из 2 мечетей, упомянутых в Священном Коране по имени, наряду с мечетью Аль-Харам. Таким образом, в Коране только 2 мечети упомянуты по имени. Первая – мечеть Аль-Харам, заповедная мечеть, и мечеть Аль-Акса, отдаленнейшая мечеть. Арабское слово Аль-Акса означает «самое дальнее». И названа она так потому, что находится на далеком расстоянии от мечети Аль-Харам. Также мечеть Аль-Аксу называют Аль-Масджид Аль-Мукаддас, священный благословенный дом. Сахих Аль-Бухари в 4 томе, в хадисе 366, Абу Зар, да будет доволен им Аллах, спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, какая мечеть была построена первой? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: мечеть Аль-Харам. Затем Абу Зар спросил, а какая была следующая за ней? И пророк ответил: мечеть Аль-Акса. Таким образом, Аль-Акса является 2-й мечетью в исламе, построенной на земле после мечети Аль-Харам. Также в Сахихе Аль-Бухари в 6 томе, в хадисе 4492, Аль-Бар, да будет доволен им Аллах, сказал: после хиджры мы молились за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в сторону Аль-Аксы на протяжении 16 или 17 месяцев. И затем Всевышний Аллах изменил направление кибля, сделав ее мечетью Аль-Харам. Получается, во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, первая кибля мусульман, в сторону которой мусульмане молились, была мечеть Аль-Акса. Так было на протяжении 16 месяцев после хиджры. И затем киблей стала уже мечеть Аль-Харам. Мечеть Аль-Акса является 3-й святыней в исламе. В сборнике Аль-Бухари во 2 томе, в хадисе 1179, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не дозволено отправляться в путь, кроме как 3 мечетям. К этой моей мечети в Медине, в заповедной мечети в Мекке и мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Это значит, что если вы хотите отправиться в путешествие, чтобы посетить какую-то мечеть, вы можете отправиться только в 3 мечети. Мечеть Аль-Харам в Мекке, в пророческую мечеть в Медине и в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Также в Сахих Аль-Бухари во 2 томе в хадисе 1190 наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: молитва в моей мечети в 1000 раз превосходит молитву в другой любой мечети, кроме заповедной мечети. А молитва в заповедной мечети во 100 раз превосходит молитву в моей мечети. Также в Аль-Мустадраке Аль-Хакима приводится хадис под номером 8553, в котором Абу Зар, да будет доволен им Аллах, и другие сподвижники в присутствии пророка, саллаллаху алейхи вассалям, обсуждали, какая мечеть является лучше в плане достоинства: пророческая мечеть или мечеть Аль-Акса. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: одна молитва в моей мечети приравнивается к 4 молитвам в мечети Аль-Акса. И это прекрасная мечеть. Получается, если молитва в пророческой мечети в 1000 раз лучше, чем в обычной мечети, то молитва в мечети Аль-Акса приравнивается к 250 молитвам в любой другой мечети, кроме мечети Аль-Харам и пророческой мечети. В Сунане Ибн Маджа во 2 томе, в хадисе 1408 говорится, что после того, как Сулейман, мир ему, заново отстроил мечеть Аль-Аксу, он обратился к Аллаху с 3 молитвами. В первой он попросил Аллаха даровать ему мудрость, которая будет соответствовать его мудрости, и это было даровано ему. Во второй мольбе он попросил даровать ему власть, которой не будет обладать никто после него, и это было даровано ему.
И в третьей мольбе он попросил Аллаха, чтобы любой, кто пришел в эту мечеть, приходил только ради совершения молитвы, чтобы он вышел из своих грехов, словно в тот день, когда родила его мать. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что касается первых двух просьб, то Аллах даровал ему это, а что касается третьей, то я надеюсь, что Аллах даровал ему и это. В достоверном хадисе от Ибн Аби Шейбы приводятся слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Даджаль не сможет подойти к 4 мечетям. Мечеть Аль-Харам в Мекке, пророческая мечеть в Медине, мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и к горе Ат-Тур». Также в Сахихе Муслима в 8 томе в хадисе 7073 говорится, что Иса ибн Марьям, мир ему, будет преследовать Даджаля после того, как спустится на землю в свое второе пришествие. И он убьет Даджаля у ворот Людда. Это город вблизи Иерусалима. Итак, все эти моменты, упомянутые в Коране и в хадисах, являются доводами на то, что мечеть Аль-Акса имеет большую важность для каждого мусульманина. Во-первых, это третья по святости мечеть мусульман. Это третья святыня в исламе. Во-вторых, одна молитва в мечети Аль-Акса приравнивается к 250 молитвам в любой другой мечети, кроме мечети Аль-Харам и пророческой мечети. В-третьих, это одна из мечетей, в которые можно отправляться в путешествие. В-четвертых, Всевышний Аллах ответил на мольбу пророка Сулеймана, мир ему, о том, чтобы любому, кто совершит в ней молитву, были прощены все его грехи. В-пятых, это единственная мечеть наряду с мечетью Аль-Харам, упомянутая в Коране по имени. В-шестых, это благословенный дом. В-седьмых, Аль-Акса была первой киблой мусульман во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В-восьмых, это вторая священная мечеть, построенная после мечети Аль-Харам. И, наконец, в-девятых, Аль-Акса – это место, к которому Даджаль не сможет приблизиться. И он будет убит вблизи этой мечети. Вот некоторые основные моменты, почему для каждого живущего на земле мусульманина мечеть Аль-Акса представляет большую важность. Все мы знаем, что происходило в Палестине в мае. Мы знаем, что в месяц Рамадан многие палестинцы были выселены из своих домов правительством Израиля, которое встало на сторону поселенцев. По этой причине разгорелись протесты среди палестинцев. И 7 мая, в последнюю пятницу Рамадана, после пятничной молитвы на территории мечети Аль-Аксы, палестинцы организовали митинг. Они вышли, чтобы выразить свой протест на решение израильских властей. Это был совершенно мирный протест. Но несмотря на это, израильские силы жестко подавили его. Они вошли в саму мечеть Аль-Акса, в нашу святыню. Они штурмовали ее, закидали шумовыми гранатами со слезоточивым газом. В результате сотни палестинцев были ранены. Спустя несколько дней началась, по сути, настоящая война, которая продлилась 11 дней. Согласно информагентству Reuters, за эти 11 дней были убиты 248 палестинцев, среди которых 66 – это дети. И более 1900 палестинцев были ранены. Многие из этих раненых ежедневно умирают, поэтому количество жертв неуклонно растет. Согласно израильским медиа, а также данным канала Аль-Джазира, 10 израильских граждан были убиты, 2 среди которых это дети. Альхамдулилля, несколько дней назад было достигнуто прекращение огня. И после него каждая сторона заявляет о своей победе. Палестинцы говорят, что это они одержали победу. Израиль заявляет то же самое. Какой должна быть позиция мусульман в этой ситуации? В первую очередь, мы, как мусульмане, должны осознать, что на сегодняшний день в Палестине живут 5 миллионов 200 тысяч человек, из которых более 2 миллионов живут в секторе Газа. А общее количество мусульман в мире более 2 миллиардов. По моему мнению, эти палестинцы на протяжении нескольких десятилетий исполняют фардуль-кифая, коллективную обязанность мусульман, своими телами защищая третью святыню ислама. Они защищают ее, стоят на страже мечети Аль-Акса. И то, что они делают, это фардуль-кифая. Это обязанность каждого мусульманина. Если бы палестинцев там не было, то это была бы наша обязанность защищать Аль-Аксу. Так вот, палестинцы рискуют своими жизнями. Они исполняют фардуль-кифая от имени всех мусульман.
Как я сказал, мусульман сегодня более 2 миллиардов. Это более 25% всего населения Земли. И очень стыдно, что все мусульмане в целом, более 25% всех людей, живущих на Земле, не могут защитить мечеть Аль-Акса. Итак, как уже было сказано, палестинцы сегодня выполняют фардуль кифая, защищая третью по значимости святыню ислама.